Здравствуйте, уважаемые телезрители, здравствуйте, дорогие коллеги. Спасибо большое, что пришли. Свою работу начинает пресс-центр Абхазского телевидения. И у нас сегодня в гостях министр культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Эльвира Арсали и заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Кубахи. Здравствуйте. Здравствуйте. Не будем тратить время, да, и сразу перейдем к вопросам. Насколько мне известно, в министерстве ведется активная работа в направлении международной культурной деятельности, конкретно в сфере историко-культурного наследия. Эльвира Анатольевна, не могли бы рассказать немного об этом? Спасибо, Саид. Прежде всего, я хочу поздравить всех с наступающим завтра Всемирным днем защиты памятников и исторических мест, который отмечается вот уже 35 лет. Он был по инициативе ЮНЕСКО, был учрежден этот день. Самая главная задача, что этого дня, когда весь мир проводит какие-то мероприятия, 146 стран входят в эту в такую большую акцию, в эту ассоциацию, для того, чтобы нам всем напомнить о том, что памятники создания хрупкие, и они несут колоссальное количество информации. И все силы человечества должны быть объединены, да, для того, чтобы эту память сохранить. Хочу поздравить всех, кто на протяжении долгих лет занимается исследованием, изучением, защитой прав памятников. И заодно хочу пригласить на выставку, которую в этом году мы подготовили для наших посетителей совместно с Национальной картинной галереей. Она будет посвящена Международному дню защиты памятников и исторических мест. Будут представлены полотна художников, которые хранятся в собраниях картинной галереи, памятники разного периода, которые нашли свое отражение в работах художников, архивные фотографии, современные фотографии, макеты сооружений. На наш взгляд, это будет достаточно такое тематическое пространство для человека, который захочет зайти, еще раз увидеть, насколько богато наше культурное наследие. И я приглашаю завтра всех. В 12:30 открывается выставка, и мы будем рады видеть и гостей, и жителей нашей страны. По международной культурной деятельности Батал Самсонович более в деталях расскажет. Наверное, я хочу сказать о том, что в последние годы, после того, как министерство было реорганизовано, Министерство охраны историко-культурного наследия, одно из важных направлений, конечно, для нас была международная деятельность в сфере защиты памятников. Почему? Потому что мы стараемся притворить, хотя мы понимаем, что у нас не такие большие ресурсы и возможности, но лучшие практики тех стран, у которых есть хороший опыт сохранения в сфере наследия. Это участие в Санкт-Петербургском форуме ежегодное, в каких-то тематических, панельных дискуссиях, встречах, диалогах. Участвуем уже несколько лет в Интермузее. Это самый крупный фестиваль в мире. Каждый год какой-то музей наш готовит такой тематический павильон, проходят встречи. 4-й год Абхазия стала площадкой для международной конференции, которую мы делаем с Министерством культуры России. И каждый год это новые темы. В прошлом году это была геоинформационная система как важный инструмент, современный инструмент для сохранения наследия. Может, что-то я наверняка еще упускаю, но я такие вот основные направления. И, конечно, 18 мая мы будем вместе со всем миром отмечать Международный день музеев, Ночь музеев. И я призываю, все-таки одни и те же музеи участвуют в этой акции, а должны участвовать не только государственные музеи. У нас много общественных, частных, городских музеев. Суть этого мероприятия в том, чтобы открыть двери для всех, кто хочет в этот день прийти. И мы призываем, пользуясь случаем музеев в городах Абхазии, пожалуйста, участвуйте в этой акции. Мы окажем информационную поддержку. Она очень интересная, и мы знаем, мы считаем, мы видим, сколько тысяч человек в эту ночь посещают наши музеи. Спасибо большое, Батал Самсонович. Переадресую вопрос к вам. Как Эльвира Анатольевна сказала, более детально не могли бы прокомментировать этот вопрос о международной деятельности? Честно говоря,
Ну, не впервые, конечно, мы последние годы все время видим катаклизмы, связанные с сохранением культурного наследия. Это война в Сирии, Пальмира, мы все были потрясены, но вот буквально на днях произошло ужасно вот по силе своего разрушения. Вот сгорел, ну, сгорел Нотр-Дам-де-Пари, уникальный памятник. И вот все эксперты, люди, граждане в социальных сетях все время вот говорят о культурном наследии Нотр-Дам и хрупкости культурного наследия. Вот и министр наш тоже в интервью давал. На самом деле это вот еще какой-то месседж сверху, что ли, чтобы мы обратили внимание на то наследие, которое мы имеем, что человек без прошлого, ну, не может думать о будущем. То есть в свое время Чингиз Айтматов писал это «И дольше века длится день» о проблеме манкуртизма. Это вот человек, который не имеет память. Вот у меня такое ощущение, это речь сейчас идет об Абхазии, вообще вот такие общие процессы вот, касательно вот, культурного наследия, что мы почти становимся манкуртами, когда вот, свидетелями вандалических актов в отношении объектов культурного наследия, и это часто бывает у нас, небрежности, вольно или невольно, это не имеет значения. А ведь самая главная вот база, на котором формируется наш вызов миру, что мы государство, что мы народ, что мы имеем свою историю, что мы имеем права на очень многие привилегии, которые имеют страна. Это наше богатое культурное наследие. Но я вот хочу сказать, что вот не вижу, у меня такое ощущение, что культурное наследие об этом вот последнее время, кстати, в последние 5-6 лет актуализировалась эта тема, и она часто освещается, но пока мы еще не осознали вот ту значимость того наследия, которое мы имеем. А Абхазия, просто одним словом, это территория, на которой практически представлены все этапы человечества от времени возникновения там, первых людей до последних. И мы должны это ценить и должны это беречь. Спасибо, уважаемые коллеги. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте, представляйте. Бадрий Сяо, спутник Абхазии. Батал Самсонович, до начала пресс-конференции вы так вскользь упомянули о том, что снесли какой-то объект. Я так понимаю, историко-культурный объект или о чем шла речь? Дело в том, что очень часто в Абхазии люди проявляют инициативу по ремонту, ремонтно-строительным работам своих зданий. И чаще всего говорят, мы не знали, что это объект культурного. Ну, не знаешь, спроси. Незнание закона не освобождает от обязательств. Вот в законе четко прописано, что можно, что нельзя. В всяком случае, если ты не лежит у тебя список объектов культурного наследия на прикроватной тумбочке, это не значит, что ты вот, не можешь о нем знать. Если зданию больше 70 лет, уже можно задуматься, что наверняка вот оно в списке, наверняка оно охраняется. Мы часто бываем свидетелями того, что люди вначале сносят, потом мы их хватаем. Это где мы можем зафиксировать? Абхазия большая страна, ну, в департаменте или вот отделе по культурному наследию у нас несколько человек. Мы не всевидящее око, там у нас мы не можем видеть, что в Гаграх сносят, там сносят. Иногда мы потом, но в данной ситуации в Сухуми недавно снесли. Ну, не снесли, а крышу снесли, мол, якобы хотят ремонт. Мы приостановили, конечно, работу. Ольга Джона, «Нужная газета». Я хотела узнать, есть вообще какой-то реестр памятников? Я, насколько знаю, вы, по-моему, составляли, да, его? И как вы Конечно. как-то отслеживаете судьбу этих зданий? Ну, Спасибо. первый ну вот я не буду о списках объектов культурного наследия, которые в советское время был, он был незначительный. В 2001 году было 295 объектов зафиксировано по городу Сухум, указом президента Ардзена. Остальные все были во вновь выявленных списках, которые также как бы защищены законом. 29 декабря 2015 года указом президента Хаджимба был впервые в Абхазии принят государственный список
недвижимых объектов историко-культурного наследия, в которые вошли 1535 объектов. 1 января 2016 года началась реализация целевой программы на 3 года, рассчитана по инвентаризации объектов историко-культурного наследия. То есть все те объекты, которые были внесены, подвергаются инвентаризации, уточнению данных, состояния, страховой стоимости, фотографий, актов и так далее. Кабмин принял наши, мы писали, немножко продлили нам на 8 месяцев. Я думаю, что в июне точно сможем представить геоинформационную систему. Это результат вот этой деятельности. Ну, в лучшем случае, в сентябре, в октябре это точно уже будет. В течение года вы будете. Вот. И что говорим, в течение этих 3 лет в процессе инвентаризации мы выявили еще около 400 объектов культурного наследия. Мы оповестили местные органы, республиканские, но мы их готовим для внесения в основной список. Там должен быть перечень достаточно многих документов, там до 15-20 типов документов, каждый объект должен иметь и дадим. Что я хочу вам сказать, почему такая сложная работа? То есть, когда Эльвира Анатольевна и я пришли работать, практически на месяц позже пришел, в реорганизованную структуру, я, конечно, думал, что там есть материалы, к которым я могу обратиться. Но ни на один объект историко-культурного наследия не было ни одного документа. Ни актов, ни учетных карточек. Паспорта это вообще сложно, это и мы сейчас некоторые имеем только. Это очень тяжелая работа. Вот мы начали с нуля. На сегодняшний день на 700 с чем-то объектов мы имеем практически первичную информацию, ну, помимо названия там. И где-то на 150 объектов мы имеем практически полный перечень необходимой информации. Это чтобы люди знали, фотофиксация современного состояния, акты о состоянии современного, это исторические фото, это упоминания в СМИ, это нарративные источники по функционированию того или иного объекта, это информация о владельцах, жителей, ну не любых, а таких более-менее значимых в этом доме. Это, то есть кипа документов. Это охранные зоны, чертежи, орнаменты, особенности архитектурного стиля, это страховая стоимость. Я считаю, что это, конечно, хотелось бы на всех, но 150 объектов мы гарантированно представим. Там будет около 30 пунктов всякой информации, но доступная для всех, там где-то около 12 будет. Остальное для служебного пользования. В случае запроса будет выдаваться. Спасибо большое. Коллеги, есть вопросы? Вопрос есть у меня. Эльвира Анатольевна, вы в своем выступлении говорили о создании геоинформационной системы. То есть я бы хотел, чтобы вы подробно рассказали об этом, и когда она заработает, какие плюсы этой системы, что она вообще значит для нас. Геоинформационная система, собственно, это как раз результат 3-летней программы, которую реализует Батал Самсонович и департамент наш, который занимается охраной культурного наследия. Это современный инструмент для того, чтобы сегодня была доступна информация по всем памятникам Абхазии. Мы всегда говорим о том, что самый первый шаг для того, чтобы защитить памятники и их права, это систематизация, учет, технические параметры и так далее. И геоинформационная система, которую мы планируем запустить в конце, я тоже думаю, этого года, раньше, наверное, не получится, это абсолютно все заинтересованные ведомства и Министерство по туризму, Министерство образования в каких-то с целью просветительских проектов, еще какие-то ведомства, они могут обращаться к этому ресурсу и получать эту информацию. Я могу сказать, что я очень счастлив, что наше министерство, это впервые в Абхазии государственная структура делает ГИС. Это совершенно новейшая технология информационная. Почему я счастлив? Потому что, будучи депутатом 4-го созыва, я в течение 3 лет работал над законом по доступу к информации, чтобы он все-таки вышел в свет. И одной из моих поправок, введенных туда, что все органы государственной власти обязаны в электронных СМИ, тогда убрали, потому что интернет, потом следующий созыв принял.
И вот ГИС есть, собственно, как бы инструмент по доступу к информации. Сегодня мы обращаемся в любые государственные структуры, коммерческие организации, общественные организации за той или иной информацией, ну, как-то вот не туда. А это будет все опубликовано, и это будет защищено. Теперь уже уход кого-либо, специалиста из департамента, или там уход вообще, или уход на другую работу, никак не будет сказываться об информации об этих объектах, потому что даже мы потом уже не сможем ее выгребать. Вот оно висит на сайте, все им пользуются, и оно доступно для всех. Вот я хотела добавить, мы как раз ездили в прошлом году, и мы посмотрели, как ГИС работает в Мосгорнаследии. Москва, огромное количество памятников культуры, и они сделали эту информационную систему, которая абсолютно лишена человеческого фактора. Это большая Холодная база, да, которая, естественно, она живая, это реестр, который пополняется, регулируется и так далее, но это большой пласт информации, который защищен и он доступен. Спасибо, коллеги. Вопросы, пожалуйста. В последнее время очень большое количество просветительских различных акций проходит в Абхазии. Та же «Ночь в музее» и «Библия. Ночь» предстоит 22 апреля. Как вы оцениваете, насколько наши граждане активно принимают участие в них? И действительно ли это те результаты, которые вы ожидаете от подобных акций? Спасибо. Мы стараемся поддерживать все международные акции. Это и «Ночь музея», и «Библия ночи», и Международный день культурного наследия, День театра мы недавно отмечали. Вы знаете, вовлеченность людей и их какая-то очень такая активная гражданская позиция нас порой очень приятно удивляет, потому что какие-то тревожные первые звонки вот по поводу разрушения объектов и актов вандализма мы как раз-таки получаем от них. И многие институты, которые занимаются исследованием этой проблемы, давно пришли к выводу, что результаты просветительской работы, их очень сложно оценить и проследить. Но на самом деле они делают не меньше, чем другие институты, которые занимаются там реставрацией, не знаю, там правами этих памятников, еще чем-то. Они вовлекают людей в какое-то такое вот общее дело в защиту памятников. Вот Батал Самсонович вспомнил про факт, который произошел несколько дней назад в случае, да, связанный с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари. Это же очень яркий пример. Вот Петровский дал замечательное интервью и сказал вот ключевую фразу. Это урок для всего человечества о хрупкости вообще памятников, потому что Франция, она, штаб-квартира ЮНЕСКО находится во Франции. Сам собор является одним из главных европейских достопримечательностей. То есть в центре мира может произойти то же самое, что может произойти с памятником в тех районах, где вооруженные конфликты и войны, да, одинаково может с ним произойти. И возвращаясь к этим акциям, конечно, во-первых, дети с удовольствием участвуют. Нам кажется, что мы очень мало и не часто как раз апеллируем к ним. Да? И та акция, которую мы, кстати, приглашаем 18-го, одна из целей этой выставки — посетить ее, потому что если мы потеряем эти памятники, то они, собственно, и останутся на полотнах художников, фотографиях. Со многими так и произошло. И, может, вы там увидите те памятники, которых сегодня нет. Вот пока люди не осознают, вот, может быть, нехорошо это сейчас говорить, через 25 лет после войны, но мы очень хорошо знаем, что такое боль потери человека. Вот в этом смысле мы иногда консолидируемся. И мы знаем, что такое потерять человека, как-то невосполнимо. Но до тех пор, пока мы и к памятникам культуры не будем относиться как к потере близких, человек личностно на себе не будет ощущать эту боль, до тех пор у нас эта проблема будет. А что касается гражданского участия, да, в последнее время активизировалось. Но я бы
тоже не могу сейчас, я специальным анализом не занимался, но вообще последние 5 лет актуализировалась тема культурного наследия, вот, и отношение к нему, все такое, и просветительские. И, кстати, очень много проектов финансируют общественные организации, вот я знаю, в ЦГП есть, там еще в других. Люди вот молодые ездят, очищают Эшерский Крамлех, Кодорскую стену, потом Вазаба. Там очень много объектов, на которые не хватает сил, ресурс, времени и у местных органов, и у нас тоже. Но они всегда обращаются в министерство. Вот что мне нравится, то есть они приходят, мы, говорит, хотим это, но мы им даем рекомендации, либо кто-то из наших сотрудников видит, ну, то есть, чтобы они не навредили там из хороших соображений. И это очень хорошо. Там два эффекта. Первое, вот эти 10-15 человек приобщаются к этому объекту, приобщаются к своей истории. Второе, сам памятник все-таки оживает. Вот, например, в Цибильде, вот в Горной Абхазии, вы знаете, Алхас Джинджоли, депутат парламента, вот я очень ему благодарен, он целую там группу ребят собрали, мы были 2-3 дня, мы там очищали Цибильдинскую крепость от зарослей. Великолепная акция. Вы знаете, когда мы делали прямой эфир о том, что мы чистим Цибильду, знаете, сколько было просмотров за 2 дня? 7500, а потом началось дальше. То есть это говорит о том, что людям интересны такие вещи. Саид, я хотела бы сегодняшнюю тему немножко расширить. Мы все-таки в культурное наследие мы Это и всегда больше имеем в виду и это. материальную культуру, и нематериальную. Вот мы очень мало и говорим о нематериальной культуре. Как И раз об этом я и хотел вас хотели спросить, да? Ну тогда вот я, Да. опережая ваш вопрос, тогда хотела бы тоже сделать комментарий. Мы где-то год-полтора назад мы начали обсуждение вопроса о нематериальной культуре. Если мы сегодня видим, как разрушился памятник, да, мы быстро на него и остро реагируем и принимаем какие-то меры, то вымывание нематериальной культуры, там, ну, разные факторы, так, глобализация, симиляризация, еще что-то, бурное строительство городов, темпы современной жизни, они очень тихо и бесшумно наносят огромный ущерб нематериальной культуре. Что относится к нематериальной культуре? Это язык, песни, устное народное творчество, обряды, танцы, ремесла. То, что в принципе является предметом высокой культуры и гордости абхазов. И ЮНЕСКО в последние 10 лет они активно занимаются этим вопросом, и на сегодняшний день более 200 стран со своим нематериальным культурным наследием стали предметом защиты этой организации. Но мы понимаем, что, может быть, в ближайшей перспективе нам не удастся, конечно, попасть в эти списки, но самое главное, что они рекомендуют всем странам, которые хотят сохранить культурное наследие. Это принять закон, инициировать его, работать над этим законом и принять закон о сохранении нематериального культурного наследия. Вот мы с Баталом Самсоновичем часто участвовали на разных конференциях на эту тему и получаем прямые рекомендации от коллег. Необходима общественная подготовка, обсуждение этой темы. Конечно, когда будет закон, нужен будет такой же реестр. Сейчас огромная работа проводится по систематизации, инвентаризации памятников. Такая же работа нужна по нематериальному культурному наследию, которую будут готовить институты наши, ученые, исследователи, историки. То есть что сегодня является для нас объектом охраны нематериальной культуры. Мы часто сокрушаемся, когда за пределами Абхазии, допустим, ну, какие-то другие страны поют песни, называют или танцы, или еще какие-то ремесла. Мы понимаем, что это является там предметом нашей идентичности, аутентичной формы нашего культурного существования. Но они называются по-другому. Да, да. И, конечно, мы на своем уровне должны это принять внутри нашей страны, а дальше, конечно, бороться за их права. Кодифицировать Да. имеющееся вот это нематериальное наследие, независимо от того, ЮНЕСКО примет, не примет, ЮНЕСКО даже не все принимает. Для себя Да. надо кодифицировать. Это работа, кстати, ученых, этнологов, этнографов, лет на это уйдет, лингвистов. Там Много лет на колоссальная это уйдет, а времени нет. Я продолжу. В сфере культурного наследия, вот есть нематериально, о том, что Эльвира Анатольевна говорила, и эта работа еще нам предстоит. Какую-то работу мы выполнили в фиксации
недвижимых объектов, а есть еще движимые объекты культурного наследия, это артефакты и так далее, которые ну, частично хранятся в музеях государственных, частных и так далее, частично в частных коллекциях, а частично двигаются с территории на территорию. Вот в связи с этим тоже, конечно, вот, ну, мы делаем первое. То есть это можно было бы делать в формате и другой конференции, научно, но мы планируем вот в июне где-то тоже, хотели конференцию, но боимся пока, мы хотим сделать круглый стол по движимым объектам культурного наследия. Это какое-то выяснение картины перемещения культурных ценностей во время, ну, то есть в XVIII веке свои условия, исторические какие-то особенности, во время общего государства, когда была единая правовая система, единая система Академии наук, они могли перемещаться. Вот какие-то вещи у нас в Эрмитаже, какие-то в Тбилисском музее, но это не было нарушением. Это был тот фактор, что кто исследует данную территорию, у них кроется. Потом была война. Вот перемещение культурных ценностей во время войны имеет свою другую подоплеку, другое законодательство, нормативы, которые мы должны учитывать. И вот то, о чем мы сейчас в министерстве думаем и обращаемся к парламенту, вот сейчас еще раз обращаемся, то есть мы-то не можем писать закон, мы можем с инициативой, мы уже обратились. Нам необходимо создание закона о ввозе и вывозе культурных ценностей для того, чтобы знать, как они перемещаются, чтобы Россия тоже ратифицировала, ну, то есть признала наш закон, и чтобы пресечь незаконные перемещения культурных ценностей. Но мы свои, как бы, видения в парламент написали и предложили, и мы готовы работать в рабочей группе с ними вместе, но это необходимо сделать, потому что это очень тонкая, как бы, хрупкая система, как сохранить вот это движение, культурные ценности. Спасибо, Батал Самсонович. Коллеги, вопросы? Если вопросов нет, позвольте, вопрос задам я. Насколько мне известно, планируется издание книги Анзора Агума. Расскажите, пожалуйста, об этом. Она издана, Министерство культуры сразу же вело. Она уже издана, она уже сформатирована. Но потом она была переиздана второй раз фондом президента Владислава Арзенбаха. Да, ну, может быть, да. А если они еще раз переиздадут, хорошо. То есть наша цель была первое издание. Вот мы пришли, сказали, мы сделаем. Теперь вот она есть, вот это уже коммерческое издание. Министерство культуры вообще планирует в своей просветительской деятельности издание каких-то книг. Горную Абхазию вышел. Горную Абхазию. Вот сейчас тоже вот популярны вот рассказы Мира Константина Иналупа об истории. То есть какие-то вещи, которые будут способствовать популяризации культуры, культурного наследия. Мы не будем академически издавать, но еще планируем рассмотреть вопрос издания трудов Вадима Викторовича Бжаня, потому что он возглавлял, первый из тех, кто возглавил госорган по охране памятника, является частью. Так что мы что-то вот берем на себя, какие-то обязательства. Теперь, Батал Самсонович, скажите, пожалуйста, вот есть ли у нас объекты, которые требуют незамедлительных мер по их охране? Вот я имею в виду, например, Мокский собор. Да. Что может Минкульт сделать для того, чтобы сохранить этот объект, потому что там с крышей проблемы? Из 1535 объектов 800 требуют незамедлительного участия. А вот Мокский храм, и мы вот сейчас на подписание дали, находится в ведении бессрочном Абхазской православной церкви. В 2011 году решением Кабинета министров были переданы Абхазской православной церкви. Конечно, мы несем, государство и налогоплательщики тоже ответственность за реставрацию этого объекта, но в первую очередь и они несут, и они должны как-то это делать. Наш госорган по охране памятника может только надзор осуществлять, чтобы там что-нибудь не поломали, не порушили. Ну и дать архитектурно-реставрационное задание, помочь там с
с планированием работ. Вы знаете, в этом году, конечно, мы подписали план в рамках Санкт-Петербургского форума в прошлом году. И первое мероприятие, это как раз-таки будет конференция по историко-культурному наследию в июне. Приедут эксперты с Министерства культуры России. Темой будет реестр перемещенных ценностей, какие-то вопросы, связанные Проблемы именно с этим. вызовы Да, связаны. проблемы вывоза и ввоза. Также мы, как всегда, планируем 26 августа торжественное мероприятие к Международному дню признания Абхазии. У нас перекрестные театральные гастроли. Пока вопрос находится в разработке, да, какой театр, в какой город и так далее. И, конечно, поездки наших творческих коллективов. Чуть позже мы дадим информацию уже такую вот более персональную, да, где будет проходить мероприятие. И в рамках культурных сезонов мы в этом году проводим большую выставку абхазских художников, потому что Союзу исполняется 80 лет в этом году, Союзу художников Абхазии. И, скорее всего, в Москве будет проходить большая выставка абхазских художников. Я бы хотел задать вопрос. Скажите, пожалуйста, вот как Министерство культуры, имея, да, там, правоприменительную практику, возможность выступить с инициативой, работает в направлении избавления от того, что нет вот четких санкций в отношении недобросовестных пользователей объектами историко-культурного наследия Республики Абхазия? Пятый созыв парламента вынес в первом чтении, например, используя нашу правоприменительную практику, написали закон изменения, закон об историко-культурном наследии и земельный кодекс. Земельный кодекс касался четкой регламентации охранных археологических исследований при землевыделениях, а здесь санкции, преференции, все четко были обозначены. Ну, мы ждем, вот сегодня тоже говорили с одним из депутатов парламента, то есть со дня на день ждем, что эти изменения будут Какие приняты. сейчас санкции, скажите, пожалуйста? Какие санкции? Ну да, допустим, вот в отношении тех, кто... Допустимы 500 рублей, 5000. Вот можно снести любой объект, случайно, если ты, да, ты можешь, вот 500 рублей, частное лицо, юридическое 5000. Дело в том, что там много нюансов, почему санкции невозможно применить. В законе, когда ты применяешь санкции, у тебя должна быть балансовая инвентаризационная стоимость объектов. Что это означает? Вот человек разрушил, поломал окно, дверь выломал в каком-то доме. Вот в судебном порядке можно выяснить, что вот стоимость страховая объекта 1 000 000. Вот реставрация, восстановление этой двери из 1 000 000, там, 128 000. И вот можно ему... А сегодня, когда мы эту статью пытаемся применить, она нам говорит, а на основании какой стоимости мы будем определять санкции. И мы сделали, 140 объектов, это, знаете, те, которые могут невольно, то есть которые посещаемы туристами, которые интересны для инвесторов, мы их сделали. Но мы будем делать... Кстати, Кабинет министров оценил эту работу и предложил Министерству культуры на будущий год еще одну целевую программу сделать по инвентаризационной стоимости других объектов. И мы будем работать. Это страхование объектов историко-культурного наследия. Вот страховая стоимость выведения. Вот такая работа есть. Мы очень надеемся. Вот знаете, вот самое главное, что мы хотели сделать в парламенте, оно в первом чтении прошло. Суть была сегодня по закону двусмысленная ситуация с приватизацией объектов историко-культурного наследия. То есть одна и та же статья в первой части говорит, что приватизация объектов запрещена, вторая часть этой же статьи говорит, что парламент имеет право менять собственность. Вот изменения мы делаем таким образом. Это предмет для, для коррупционной схемы. Мы предложили, парламент с удовольствием принял в первом чтении, чтобы позволить приватизацию объектов гражданской архитектуры и хозяйствующих объектов. Хозяйствующие — это санатории, которые были. И полный запрет аренда и продажа руинированных объектов, культовых сооружений. Чтобы сделать это честным, чтобы это был тендер, чтобы это не кто-то решил, что ему можно купить, а ему нельзя. Потому что одни объекты разрешают покупать,
другие нет. Мы тоже не можем в судебном порядке обращаться в прокуратуру о том, что были законные или незаконные сделки за 25 лет советской власти, говоря, ну, нашей власти. Да, вот все объекты приватизированы. Мы хотим вывести, но и тут обременения жесткие появляются. Человек покупает, но он обязан восстанавливать. А сейчас он покупает, обязательства по восстановлению такие вот слегка прописаны, а там сроки, четко, какие деньги. Это первое. Второе. Ну, наказание хорошо, а мы хотим преференции. Вот для добросовестных пользователей, например, арендатор, вот он берет в аренду, ну, вот какой-нибудь объект историко-культурного наследия, да, вот, например, Смитского. Если бы дали бы в аренду человеку, вот возьмите за 0 копеек в течение 7 лет, восстановите его, и вот эту стоимость уходит из аренды. Ну, как это делает Россия, вся Европа. Вот так вот спасает объекты культурного наследия. А мы даем в аренду за 100 миллионов, еще 300 надо вложить на ресторан. Вообще никто не хочет. Уже 10 человек взяли в аренду, в ужасе бросают. Что мы имеем? Руины имеем. Что я хочу сказать? Мы хотим этих изменений. Вот сейчас парламенту мы не можем сказать, вот вынесите на втором чтении. Как скажут депутаты, так и будет. Что-то примут, что-то отклонят. Ну, это их право. Ну, ради бога, ну, мы хотя бы уже бы имели бы четкие. Уважаемые коллеги, если вопросов нет, пресс-центр Абхазского телевидения благодарит вас за то, что пришли, и вас. Мы завершаем свою работу. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях были министр культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Эльвира Арсали и заместитель министра Батал Кубахи.